Нехватка молодых кадров – одна из основных проблем труднодоступных населенных пунктов Якутии. Почему молодежь не идет работать в сельские местности и есть ли эффект от социальных мер поддержки, выяснял Дмитрий Тымыров. Более 3000 выпускников в этом году покинут стену университета. Подобные мероприятия помогают будущим специалистам не только найти работу, но и оговорить все условия труда с работодателем. Как отметили организаторы ярмарки, сегодня здесь представлено более 900 вакантных мест. Основная часть из них – это вакантные места образовательных организаций республики. Кадровый голод в отдаленных населенных пунктах Якутии особенно остро чувствуется именно в сфере образования. В специалистах нуждаются и школы, и детские сады. Показательно, что участниками ярмарок вакансий ежегодно становятся одни и те же села и улусы. Я приезжаю сюда не первый раз. В каком-то году очень много мы набирали воспитателей, когда открывались новые садики. Ну, отработав 3 года положенные, обычно как-то не приживаются, уезжают. Помимо сложностей с адаптацией на новом месте, молодые кадры уезжают и по причине отдаленности от райцентра и от столицы республики. Со специалистами, конечно, стоит проблема очень острая. Дело в том, что мы являемся самым отдаленным районом нашей республики. И, конечно же, не все с желанием к нам летят. Во-первых, это билеты, стоимость билетов и, конечно же, цены. Проживание, продукты питания, съемная квартира для молодых специалистов – это весьма тяжеловато. Как отметили в Министерстве образования и науки республики, начиная с 2006 по прошлый год по госпрограмме поддержки молодых специалистов правом получения жилья воспользовались более 200 человек. Из них более половины после истечения срока договора не остались работать на месте. Мы в этом году анализ сделали по закрепленности учителей на местах. И получается, что из всех выехавших на программу порядка 45% остаются на постоянное место жительства. Вариант решения этой актуальной для многих регионов страны проблемы озвучил в своем послании Владимир Путин. Президент предложил разработать проект «Земский учитель». Подобная программа во многом решает нехватку медицинских кадров. Возлагаем большие надежды на то, что отдаленные улусы будут обеспечены теперь кадрами. Потому что у нас в этом году очень много вакансий по учителям. Сейчас депутаты законодательного собрания разрабатывают проект, после свои дополнения внесут регионы. В целом же земский учитель должен быть запущен уже в следующем году. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.